Здесь пустую прошел, даже и лунки не стал сверлить. Здесь не так глубоко, но начинаю как-то более-менее ямы проверяю. Дошел до места, кто из подписчиков помнит, может, эти места, не раз уже показывал. Здесь, короче, самая опасная встреча была у меня с медведем. Вот именно на этом месте. И здесь у меня стояла лодка, я поднялся, и он пошел на меня, блин. Медведь. Ребята, ебать, нападает нахуй. А здесь на этой березе, вот это повалена береза, без головы лежал туша оленя. Он, короче, зарезал оленя, головы у него не было до грудей. И, наверное, с того берега он переправлял. И как-то у него зацепился за этот олень, за эту березу. И вот он, короче, сторожил. Мама, не говорю, и у меня больше года мурашки по спине бегали. Как вспомню, все, вот как будто вот холодный пот по спине. Блин, так страшно было. Такой огромный, большой седой медведь был. И он, видимо, охранял эту тушу оленя. Это падаль у него было. Ну, свежий. Вот я обратно, когда на лодку поднимался, вы увидели, кто из подписчиков, кто смотрит первоначально, там, должны помнить фильм. Когда я обратно возвращался, с этой березы ворона взлетела. Я вот ехал и не заметил. А там, оказывается, туша оленя, и он... Короче, от взлета ворона взлетела, я только заметил, как будто сливается с березы, вот такой же олень, такой вот беловатого цвета, блин, мех, шкура. Ребята, олень. Ни хрена себе. Вот из-за чего он медведь был здесь у меня. Вон туша оленей. Вон олень. Олень, ребятушки. Оленя убил. Фига струя, блядь. А вон, копался тут. Одним словом, вот это место, то самое место, где была встреча медведя. Опасная встреча медведя. Каждый год встречаюсь с ним, но чтоб так испугаться, я первый раз в жизни. Действительно, это была встреча со смертью. 2 прыжка оставалось до меня, и он резко остановился, машет лапами. Одним словом, это было страшно. Думал, это последняя лунка. Ну, еще буквально там 2 лунки просверлю, дальше идти не буду. Смотрите, ребята, что я поймал. Хариус. Огромный, мощный, большой хариус. Еле вытащил. И самое главное, он сорвался на льду. Вот такой крепыш. Видели? Редкий экземплярчик. Мало когда в наших реках можно встретить таких крупных. Это мощный хариус, ребят. Это супер большой. План. Так, короче, еще подход у нас был. Так настоящую только вот поклевывает. Ребят, не вовремя выключился камера.
Смотрите, какого гиганта поймал. Второй. Вон первый, это второй. Вообще долго мучался, но я перехитрил его. Самое главное не в губу, а в усы. Вот это. Зацепился. Вон. Видели? Нормально. Почти как канал не диалога, а рыбалка. Вот это да. Две рыбины таких мощных. Вполне достаточно для нас. Ну, сейчас еще. Это как-то удачная лунка. Единственная. Я уже круговую просверлил. И только в одной лунке вот две рыбы поймал. Тут была поклевка. Ой, блин. Наверное, малыш какой-то. Дофига лунок я уже просверлил тут. Опа, есть. Ну, малыш. Ой, блин. Vai lapa. Lapa vai. Моцевай, дай тут моцевай, 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 моцевай. Vai моце. Вот так. Вторая лапа. Захочет, ребята, подойдет. Не захочет, ты хоть чем не приманишь его, хоть ты вкуснятиной, хоть что у тебя в руках. Вот сейчас он балдеет, лапу дает. Vai вторую лапу. Vai лапа. Моцевай, вторую лапу давай. Вторую лапу. Моцевай. Не понимает по-русски. Вторую лапу прошу. Вторую дает. Ему хочется играть. Vai лапа. Vai лапа. Вот так вот. Моцевай. 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 Vai. Моцевай. Молодец, молодец. Вот так. Короче, заканчиваем рыбалку. Если посчитать бетон пяточка на штук 10 лунок я просверлил. Здесь просверлил. В надежде думал, что я найду где-нибудь какой-нибудь косяк, чтобы поймать там пару штук еще. Но, к сожалению, рыба не клюет, то есть... К сожалению, рыбы тут, ну, или я не попадаю лункой, или же нету. Вот поймали только два крупных хариуса. Такие хариусы, ну, редко попадают. Попадают, но меньше размерами. А сегодня вот повезло. Эти хариусы мне, наверное, будут в подарок к дню дня рождения. У меня в начале апреля будет день рождения, и это для меня будет подарком. Я эти хариусы засолю, и будет закуска такая из хариуса. Обычно что мы соленые берем? Сельдь соленые под шубой делаем или так с картошкой. А сейчас вот в день рождения у меня будет соленый хариус. Вот такие делишки. Что было, то было. Дальше идти я не буду. Уже вечереет. Я не знаю, сколько часов сейчас, но пробовал. Уже менял мормышки. Там удочка стоит медного цвета. И тут красивая мормышка, но толку от этого никакого. Блин, глубина вот 3 метра, наверное, не меньше. Короче, давайте я сейчас соберу эту удочку. Действительно, наверное, надо уже сматывать удочки и идти в избушку. Идти в избушку, там еще может кое-что сделать. Там, вон, смотрите, вот такая мормышка.
Ну, надеюсь, видно. Ну, сегодня эта мормышка вообще не... На эту мормышку никто не клевал. Вот такая мормышечка. Раньше я как-то бежал за... Ну, как сказать, раньше я брал мормышку подороже, старался брать за почти за 100 рублей, а толку от этого, ребята, никакого. Потому что если рыбы нету или не клюет, ты хоть золото туда повесь, все равно не будет клевать. Раньше и как, вот у деда еще там были блесна самодельные из обычного свинца, свинец и крючок. Картошку так, сырую картошку брали, там формочку делали в сырой картошке, туда заливали свинец и крючок. На это рыба брала великолепно. А сейчас, видимо, рыбы мало, практически нету их. Надо именно мормышкой попасть точно на голову. Может тогда вот, как сказать, рыба возьмет. А раньше рыбы много было, там... И зимой никто вообще не рыбачил. Это этот бум начался, наверное, у нас лет 7-10, ну, от силы 10. Раньше никто зимой не ловил, не рыбачил, и я в том числе. Я знаю, что вот рыба не клюет, но все равно вот тянет почему-то вот сходить, надо попробовать. Но уйди, Тулан. Фу. На рюкзак хочет ложиться, смотри. Место ищет, куда бы лечь. О, спать. Сейчас ляжет на рюкзак. Да ложись уже, водный. Голова закружится. Вот так. Погода, в общем, чуть-чуть прояснялась. Потом опять облачно стало. Нам идти где-то пару километров, подниматься обратно к избушке. Можно напрямик по тропинкам, но снег как-то не держит так. Ну, чуть-чуть за день, чуть-чуть оттаял снег, и я быстрее дойду, если пойду по речке обратно. Одним словом, в путь. Удочку собираем. Спасибо, река, что нам дала рыбу. Мы довольны. Будем идти домой в избушку. Вон там опасный участок. Сужение слишком большое. Ну, как бы очень узкое место, и течение тут большое. Короче, я обхожу этот участок по берегу. И сейчас вот иду. Короче, день сегодня не такой холодный, но ветер такой прохладный, но температура плюсовая. И уже нас потихоньку начал как бы оттаивает и плохо держит. Если еще пару дней таких, думаю, вон, смотрите, думаю, вообще нас не будет держать. Тут омут, поворот очень большой. Если я выйду туда, блин, вообще проваливаешься. Гибель. Надо на буране сегодня по-быстрому проскочить. Потому что плюсовая температура дальше идет. Вот смотрите следы. А тут сейчас покажу. Вон там сужение, видите?
Но лед белый, конечно, посередке. Но лучше обойти. Если вдруг что случись в одиночку, тебя никто оттуда не вытащит. И сам не спасешься один. А тут смотрите, какой поворот. Здесь очень большой поворот. Очень-очень глубокое место. И там на горке тоже мои следы. Я с тула на берег поднимался там. Блин. И, короче, отсюда вот отсюда набирает течение. Набирает, и там сужение идет, течение большое. Не надо рисковать никогда. Лучше, если есть возможность, конечно же, обойти это место. И как-то, наверное, помнится, я здесь один раз на лодке поднимался весной. Я поднимался на лодке, но лед еще шел. И именно здесь, вот тут затор был, мощный затор, вот здесь вот затор, лед стоял. И одним словом, я думал, где вот мне проехать. Я остановился возле берега, и от моей остановки, от волны, я не знаю, что произошло, здесь лед, вот который стоял. Вот смотрите, вот лед стоит, и лед течением так, короче, встал. Так встал, течение, напор такой делает. Такой ужас я увидел тогда. И этот затор вот дернулся и начал идти. Я не знаю, куда мне деваться. Я по-быстрому с этого берега проскочил вон туда, прям в Виву заехал. Здесь вода, вот почти до верховья берега, ну, вода большая была, и до верха там все в воде было. Я заехал вон туда, короче, лед тронулся и опять намертво там, как замок, застрял. И я лодку перетащил через берег, короче. Зачем я это рассказываю, не знаю, но вот такая история была, что вот страшный момент был у меня, вот, когда вроде деваться бывает некуда. Лед там трещит. У нас родственник в ледоход на охоте там погиб, тоже утонул. Есть случаи. У мамы брат утонул на весенней охоте. Короче, на повороте он, на Вихрь 30 они ехали. Поворот делали, и там затор шел. Ну, ледоход, не затор, а лед шел по всей реке. И они резкий поворот сделали, ушли. Короче, поворот сделали и перевернулись на лодке. Напарник спасся, за Иву как-то успел зацепиться, а у матери брат вот погиб. Да, этих моментов, опасных, страшных моментов в моей жизни немало было тоже. На охоте не раз попадал в разные истории. Позапрошлом году, когда вот я спускался с охоты, или обманываю. Так, подожди. Позапрошлом году вроде как было. Я уже ехал с охоты по этой реке, плыл. Тоже все время у меня привычка. Вот смотришь дорогу, лед, не лед, а речку, вот смотришь, и в то время тоже все время смотришь на берег. Где-то птица, где-то еще какой-то зверь. Все высматриваешь. И такой поворот был. Поворот я сделал, и там поперек реки береза. И такое резкое сужение, течение вообще жесткое. Я, короче, газ скинул, на Suzuki 6 я езжу сейчас. Газ скинул, и знаете, вот представьте себе, как
Титаник. Стоп-машина. А корабль идет. И у меня тоже лодка течением несет, блин. Скоростью я не знаю. Бешеная скорость. Ничего я не успел сделать. И меня вот поперек реки так прижало к березе. Напором воды прям вот. Думаю, все, сейчас перевернусь, блин. Так я испугался жестко. Но не могу я в одиночку ничего делать. Там весло бесполезно, там мотор завести бесполезно. Прижал еще. Там еле-еле глубина, вообще страшно там, блядь. Даже страшно подумать. Думал, все, конец пришел, блядь. И еле-еле я выпутался с этой, как его, короче, как-то смог я выйти из этой ситуации. У меня лодка груженная была, блин. Собаки, да и вещей. На охоте осенью всегда, что в одну сторону еду груженный, что в другую сторону еду груженный. Опасно, конечно, в одиночку. Многие вот из-за этого и с собой напарника берут. Некоторые вот им скучно, берут напарника. Некоторые не уверены в себе по здоровью, скажем. Бывает там, чувствует человек, что вот что-то не то со здоровьем. Некоторые после операции все равно едут в лес, тоже берут напарника. Вот охотник это такой человек, что вот, хоть ты операцию сделал, но лес тянет. И многие так из мужиков ходят, ездят. Вот. Ну так вот, вспомнил истории. Но все истории не вспомнишь, не расскажешь. Бывает так. Хочется рассказать, и в голову не лезет. А сейчас вот я увидел это сужение и вспомнил там 2 истории из своей жизни. Опасные моменты, которые были. Вот. Я иду дальше. Кругом лунки. Просверленные там. Очень много лунок сегодня. Тоже просверлил. До сотни, наверное, нет, а 60-то точно просверлил также. Это там только, в этом пятачке сколько там. Вот вода, сегодняшняя вода оттаивает. Здесь вот выдры вот тоже дофига следов. Проходили вон там. Дыра у них. Нора. Одним словом, выдра есть. Ну там 2 штуки-то осенью было, может и сейчас больше стало их. Вот тут также сужение. Здесь, когда на лодке поднимаешься, вот тут, прям лодку останавливает течение. Там тоже сверху выше получается глубокое место, потом вот здесь сужение идет. Один охотник здесь как-то зимой ставил эти ветеля, морды, как по-другому еще называется. И он сам провалился, как-то успел ухватиться, в общем, за палку и спас себя. А мог запросто течением унесло бы. И здесь тоже вот такая яма, блин, жестко. Крутит тут. Вот идешь на лодке и не по себе такое чувство берет, как на море там плавают, не знаю. В такие шторма там. Берег, конечно, крутой, но лучше я обойду. Не буду рисковать. Туган тут. А, Ванчик. Ванчик, тушканчик.
Подъем, конечно, великолепный тут. Фу. Березы шикарные, пихтачи тут. Ой, бля. Вот так. Вот тут пихта. Уголок пихты растут. Обалденный вкус у пихты. Он зеленый, вот. Смотришь, у них ветки зеленые. А у елки, вот, если присмотреться, он чуть-чуть где-то красноватый, желтоватый. Так. А, Базин, не ждешь меня? Витисян. План. Здесь я не рыбачил. Вот тут. Потому что даже осенью тут рыба не ловится. А чуть выше, вот там уже пытался поймать, но ничего не клевало. Вот бобры тут закусывали. Но знаете, вот сейчас именно следов вообще я что-то не видел за зиму. Весной очень много их было. А тут уже опять я рыбачил. Здесь хорошая яма, вообще идеальная. Но не наш день сегодня. Ну вот, все, поход закончился.